автономия, она, наверное, уже всем надоело, кто этой темы касается. Мы слышим даже от тех людей, которые, казалось бы, я понимал, на первый вопрос, были союзниками очень часто крымских татар, как Сергей Куницын, которые вдруг говорят, ну, а в Крыму есть не только крымские татары. Все, вот. А тут же большая, ну, во-первых, с одной стороны, это дефицит понимания того, что есть национально-территориальная автономия в украинском обществе, в том числе среди украинских элит. И, то есть даже если, может быть, какой-то политик знает, что такое национально-территориальная автономия, то если он учитывает, что его электорат этого не знает, он думает, лучше откреститься, потому что я сейчас выскажусь в ее поддержку, а меня там, условно говоря, перекрутят, скажут, что я сепаратист и так далее. Но я вообще честно хочу сказать, мне кажется, что Украина очень многое задолжала крымским татарам за последние 6 лет. Очень многое задолжала. Потому что происходило последние 6 лет? Началась война, вторжение. Российская Федерация или Российская империя вторглась в Украину. И первой жертвой ее атаки стал украинский полуостров Крым, где коренным народом являются крымские татары. Одним из коренных народов являются крымские татары. И что происходит следом? Нация мобилизуется, происходит там отпор вооруженной агрессии на Донбассе. Одновременно Украина начинает себя защищать от российского вторжения в информационном плане, в плане национальной мифологии, на уровне учебников истории, на уровне законов о языке, на уровне символического контура, меняет цвет беретов, переименовывает города, переименовывает улицы, защищает себя. То есть стремится сделать так, что крепостная стена будет выше, чем внутренние заборы страны. Получает даже автокефалию для церкви. Автокефалию для церкви. По всем фронтам, где можно это сделать. Абсолютно точно. И этот процесс идет довольно успешно, в отличие там, от реформы прокуратуры или судебной системы. Но при этом крымским татарам, которые, начиная из 14-го и ранее, всегда были союзниками такого дискурса развития Украины, им говорят: Ребят, да, мы сейчас вот закончим, мы там в сенях постойте еще немного. Да, вот мы тут все переименовываем, но мы там в Крыму тоже что-то переименовали, но давайте это после деоккупации вступит в силу. Мы вот, вы знаете, да, мы вот себе там все поменяли, всю символику. Ну, давайте мы 2 раза в год крымско-татарский флаг на штандартах будем поднимать, там, 18 мая там, и там, в день сопротивления российской оккупации. И 26 февраля. Если бы я был крымским татарином и смотрел бы на все это, у меня возникало бы ощущение глубочайшей несправедливости. Ребят, если мы союзники в этой войне, если вы называете нас той стороной, о которой вы заботитесь, если вы говорите, что мы, крымские татары, те люди, ради которых вы, собственно, настаиваете на то, что в Крым должны вернуться украинские флаги, а в чем ваша поддержка и ваше союзничество выражается, кроме готовности 2 раза в год поднимать крымско-татарский флаг на штандартах рядом с украинским? Вы себя защищаете на уровне символики, на уровне образования, на уровне школьных и университетских программ. Но скажите нам, как много университетов открыли крымско-татарские кафедры? Вы себя защищаете на уровне декоммунизации, десоветизации, дерусификации и там, деколонизации. А почему вы не хотите переименовать Красноперекопск в Яникапу прямо сейчас на своих картах? Почему вы отложили этот процесс до момента деоккупации, который еще непонятно, когда будет? Я бы, будь на месте вот условного среднестатистического крымского татарина, я бы считал, что это игра в одни ворота. Как в той сказке: тебе вершки, а мне корешки, только я все время проигрываю. Тебе достаются реальные шаги, в том числе на уровне символической, образовательной и любой другой политики. А мне достаются только обещания, которые должны быть реализованы когда-то потом. Ребят, так нечестно. Я считаю, что вот у крымских татар есть все основания для того, чтобы относиться с непониманием к украинской политике в отношении крымских татар.